Первый объект, который посетил министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, ферма по выращиванию мидии Тамыш Бионд. Вот уже 3 года, как индивидуальный предприниматель Владимир Кутелия в родном селе Тамыш выращивает моллюсков. В километре от берега размещены буйки, к которым привязаны специальные нити с якорями. Именно на них и нарастают мидии. Относительно недавно предприниматель закупил новое судно весом 6 тонн. На нем он подплывает к мидиям. В этом году производители начали продавать свою продукцию. После сбора мидии тщательно моют. Мелких моллюсков, оставшихся после чистки, отправляют обратно в море, а собранных хранят в специальных холодильных камерах. В будущем на предприятии планируют расшириться и выращивать устриц и креветок. Мы были здесь пару лет назад, совсем примитивно, на лодке, там с поплавками. И сегодня вот вы видели, что уже конструкцию построили, уже имеют плавсредства обозначенные, которые могут работать. И масштабы уже другие, темпы роста тоже у них пойдут дальше. Я думаю, что это большую перспективу имеет. У нас в Абхазии есть проекты, которые перспективы даже еще большего масштаба по морепродуктам. Это необходимо развивать, потому как мы курортная страна. И думаю, что эти ребята хорошим делом занимаются. И мы обещали в следующем году включить их в программу, оказать помощь по оборудованию. И, возможно, скорее всего, мы им поможем. Затем Беслан Джопуа посетил предприятие «Абхазские сады» по производству джемов и конфитюров в селе Араду. Предприятие работает более 8 лет. Если раньше выпускали джемы, то сейчас ассортимент продукции увеличился. Продукцию отправляют на экспорт в Россию, а также на внутренний рынок. На предприятии работают порядка 20 человек, все местные жители. Мы стараемся увеличить ассортимент. Появились компоты 2 вида. Фейхо, кизил, как видите. 2 вида сока появилось, апельсиновый, мандариновый сок. Делаем ассоцбал натуральный. По чуть-чуть ассортимент увеличиваем, чтобы база клиентская уже могла выбор какой-то делать при покупке такая продукции. Продукция на внутреннем рынке вроде. Да, есть она, да. Эти мероприятия, они же у вас берут. Да, везде да, они да. востребованы, сейчас и не везде найдешь. А в селе Акваска Чемчирского района сельчане своими силами занимаются выращиванием арбузов. На территории 3 гектаров выращивают несколько сортов ягоды. Во время ливневых дождей фермеры понесли большие убытки. Более 1000 лунок пострадало. Фермерам пришлось заново вспахать землю и посадить семена. В общем, ожидают порядка 40-50 тонн урожая. Оборот ввели новые земли. То есть это то, что не использовалось, то, что приветствуется министерством, властями, то, что говорит всегда президент, что надо вводить всегда в оборот наши земли. Это небольшое, но тем не менее предприятие своими силами выращивают арбузы. Потом здесь осенние паводки им помешали, но тем не менее они справились с этим, возобновили. И вот сегодня, видите, прекрасное поле и прекрасная продукция. Вот ожидание, через неделю уже продукция на рынке будет. В селе Пшак Гулрыбского района на территории 7 гектаров планируется строительство завода по переработке фруктов. В основном акцент делают на цитрусовые. В настоящее время работы произведены по подготовке территории к строительству завода. Его запуск запланирован на 2025 год. Мандарины будем принимать, мы будем принимать лимоны, мы будем принимать апельсины. Но, как правило, большинство объема у нас это мандарины, около 20 тысяч тонн. Да, вообще фабрика рассчитана на 20 тысяч тонн переработки мандарин у населения. Полностью покупать мандарины, сортировать по калибрам, хорошие мандарины отправлять на продажу в сети России. Весь нестандартный мандарин мы его моем, натуральный отжим делаем. Натуральный отжим мы разливаем по линии в стеклянные бутылки для наших и для экспорта, и для внутреннего рынка пользования, так как у нас много туристов, и чтобы они пробовали наш местный продукт. С отхода хотим попробовать делать пектин и еще дополнительно делать эту пульку для кондитерских фабрик, так как здесь будет стоять холодильники. Понятно, и все, ориентировочно фабрика рассчитана на половину урожая Абхазии. Далее Беслан Джопуа посетил предприятие «Абхазпродэкспорт». На протяжении 10 лет оно помогает реализовывать продукцию местных фермеров – мандарины, апельсины, лимоны, хурму, фейхоа, киви и другие виды культур. Генеральный директор предприятия Лаша Ардзенба рассказал о проблеме, с которой они сталкиваются не 1 год. Некачественное напольное покрытие предприятия не позволяет работать в полную мощь. Мы не можем все мощности задействовать, мы не можем работать полноценно. Это нас очень сильно притормаживает, это портит наше холодильное оборудование, потому что пол крошится, пыль поднимается. Постоянно мы меняем, заменяем, постоянно мучаемся с холодильным оборудованием. Это портит нашу погрузо-разгрузочную технику, то есть мы даже не можем закупить, потому что смысла нету. Мы не можем хранить еще такие нежные, допустим, как ягоды, такую продукцию, потому что тоже пыль поднимается,
и не все хотят класть. И очень много фермеров, очень много там фирм и предприятий, которые из-за этой проблемы не хотят с нами сотрудничать. Вот. И это уже тянется много лет, там порядка с момента основания вот этого предприятия. Вот, уже более 10 лет вот эта проблема не дает полноценно функционировать. За прошлый сезон на предприятии переработали 400 тонн продукции. Увеличить эту цифру, не устранив проблему с напольным покрытием, сложно. Замена нового покрытия, соответствующего всем стандартам, обойдется в более чем 10 миллионов рублей. Министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что в бюджете Минсельхоза на эти цели деньги не заложены. Правительство рассматривает вопрос передачи предприятия в аренду в частные руки. Алика Тарф, Фатима Гергия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.